Служба государственной безопасности Республики Абхазия реализует полномочия органа государственной власти по противодействию разведывательной и иной подрывной деятельности иностранных, а в первую очередь грузинских спецслужб на территории Республики Абхазия. Практика проводимых контрразведывательных мероприятий свидетельствует, что одним из основных направлений деятельности грузинских спецслужб является Абхазия, и это обусловлено планами Грузии по подрыву независимости и суверенитета нашего государства, используя в том числе комплексную систему шпионажа, составными звеньями которой являются агентурный аппарат осведомителей из числа граждан и жителей Абхазии. Противник стремится получить информацию, которая может быть использована для достижения поставленных целей. Официальный Тбилиси стремится добыть данные о политической, экономической и военной областях, о расположении военных объектов, о их передвижении, о качественном и количественном составе. Исходя из этого, спецслужбы Грузии проводят мероприятия по выявлению, а затем к привлечению и впоследствии к вербовке жителей и граждан Республики Абхазия. И наиболее благоприятным местом для вербовки является канал въезда и выезда через КПП «Ингур». Для вовлечения в сферу своего влияния они прибегают к использованию различных инструментов, порой скрытого характера, создавая условия для подкупа либо компрометации социально незащищенных и психологически уязвимых лиц. Так, вскрытие контрразведкой Абхазии агентурной работой сотрудника СГБ Грузии Кардава Георгия позволило задокументировать шпионаж в пользу Грузии жительницы Абхазии Кристине Такаланзе, привлеченной следственными органами СГБ Республики Абхазия в совершении преступления, предусмотренного статьей 274 УК Республики Абхазия «Шпионаж». Уголовное дело в отношении Такаланзе направлено в Верховный суд Республики Абхазия. Такаланзе обвиняют в сближении с представителями правоохранительных органов, а также сбору оперативно значимой информации о развитии ситуации в республике. В ходе операции по связи, а именно в момент передачи сведений грузинской стороне, Такаланзе задержана с поличным. Тенденция активизации грузинских спецслужб в приграничной территории Республики Абхазия фиксируется на регулярной основе органами безопасности страны. Свидетельством подобной вербовочной работы являются полученные оперативные материалы в отношении сотрудника СГБ Грузии Джано Дзагания, который на регулярной основе предпринимает попытки вовлечь в шпионскую деятельность незащищенных жительниц Абхазии, вынужденных выезжать в Грузию для решения бытовых и социальных вопросов. Я Джессика Бадриевна, гражданка Грузии, уже 6 лет как живу в Абхазии. В прошлом году, 2021 ноября, как переходила в Грузию, мы познакомились с Джаной, который является в Грузии сотрудником СГБ. Мы познакомились в Рухе на комиссии. Я делала материнский капитал, он мне там помогал. Там был мой знакомый родственник Георгий Гергедава. Кто он такой? Тоже сотрудник СГБ Грузии. Они вместе там, конечно. Да. Рассматривают вопрос гражданства, вступления в грузинского наших граждан. Все это проверяют документы. А наши граждане непосредственно общаются с этими сотрудниками, чтобы получить гражданство. Да. А для чего нужно гражданство нашим гражданам? Грузинское, для чего? Получать материнский капитал или там кредит, что ли, дают взять. А где это все происходит? Там Разговор их общения где происходит? на Востоке. Всех фотографируют они. Всех. У кого есть абхазский паспорт. Номера телефонов требуют. Да. После этого мы начали с ними общаться. Каким образом? Через WhatsApp. И он мне тогда говорил, что в Абхазии это наши враги. Рано или поздно мы вернемся, это уже будет наше, ты должна нам помочь. Если не поможешь, так, я в курсе твоего брата, проблемы, все он мне говорил. Шантажировал чем-то? Да. Он попросил фотографировать военный час в Очамчире. Да. Как ты фотографировал здание? Через селфи делал. Селфи? Да. На фоне здания себя фотографировал? Да. Сразу ему ты отправляла?
Сразу отправила, потом сразу я удалила. Ну, больше он начал спрашивать там, про СГБ в Гале, РУБТ. А когда это было? Это тоже 2022 было. В этом году? Да. Фотографировала, как ты внутри здания. Телефон вытаскивал, там все-таки сотрудники находятся. Как ты Я поняла? как-то тихо держала, чтобы... Летом 28 августа я ездила в Белор. А там можешь фотографировать 2 или час, там танки стоят или нет. Потом, когда он попросил, мы проехали на эту дорогу, да, помню. Остановила машину и фотографировала. Тоже отправила через сигнал. Он еще что-нибудь спрашивал тебя о передвижении военной техники? Да, спрашивала, ну, там, русские, в Тагилоне, когда я ездила своим, он всегда спрашивал, там, где русская база, какой-нибудь аппаратура привезли или что-то такое, может, видел, говорит, где-нибудь. Военную часть фотографировал российскую? Да. По сотрудникам Джано у тебя что еще спрашивал? По Угальскому району он тебя спрашивал, как ситуация, обстановка? Как ты узнавала это все? Через там знакомый как-то я спрашивала, чтобы незаметно было там, что ну, президент приезжал, не приезжал, вот так. С какой целью ты обратилась к нам и это все рассказать? Тебе это надоело или что? Сама пришла, все Да, рассказала? я пришла, да. И устала, и было там, угрожали, что мы все расскажем. Чану всегда говорю, что ты против нас, если будешь, не там тебя жить, не здесь жить. Пугал тебя? Да. Если я, например, не смогла что-то узнать, он потом мне звонил, говорил, все, я уже узнал, мне сказали, кто я говорю, кто это тебе сказал, он всегда четко говорит, что у меня есть там как агенты, кто мне это все передает. Кто у него есть? Агенты, говорит. Агенты? Он так и называл это слово вот эти. Ты сама расцениваешь как свои действия? Я была вынуждена. Дальнейшее развитие общения сопровождалось многочисленными просьбами в адрес девушки. При попытке Шенгели избежать контакты с Дзагания, последним в ультимативной форме требовал встречи и выполнения поставленных задач. В разработке Дзагания также находилась жительница Сухума Хухуа Ирма. Во избежание проблем при пересечении границы, женщина призналась, что вынуждена дала согласие на общение с Дзагания. Я, Хухуа Ирма Мадарьевна, впервые выехала в Грузию в 2021 году. На грузинском КП меня встретил молодой человек, то есть с проверкой документа, его звали Джану Дзагания, который проверил мой паспорт, соответственно, взял мой номер. Потом он взял мой паспорт, пошел в паспортный контроль, отксерил, спросил, куда вы направляетесь. Я сказала, что мне нужно ехать на лечение в Тбилиси. В последующем он мне начал писать сразу смс-ки, комплименты. Впрочем, он мне даже называл сухумский цветок. И это продолжалось на протяжении 2 лет. Я понимала, что человек не хочет какие-то там иметь тесные отношения, но при этом он меня с виду не упускал. И я потом стала задумываться, что он, наверное, имеет ко мне какой-то политический интерес, потому что он всегда говорил, вот, все, что касается Абхазии, мне все так дорого. Я просто с его слов знала, что он многим женщинам тоже с Абхазией помогает, там, в каких-то вопросах, которые касаются проблемы перехода или еще чего-нибудь. И я знаю, что он им тоже делал паспорта. Я у него спросила, почему тебе 30 лет, и ты не женат. И он мне ответил, он не хочет семейных отношений, так как он хочет достичь большой карьеры. Я спросила, а именно чего? Он сказал, я хочу стать министром СГБ. Когда я выезжала уже последний раз, это было в прошлом месяце, то есть в начале февраля, Джану меня встретил на грузинском КПП, меня попросил, что
Если тебе не трудно, когда ты пойдешь за пропуском, типа сними здание СГБ, у тебя получится там, может, в проходном, там, на КПП снять сотрудников, может быть, просто интересно, ну, какая структура там, как. В общем, я поняла, что он меня держит с целью какой-то информации. Также, когда он сказал, что он многих женщин знает, и он так еще улыбнулся, ну, я поняла, как он их знает, конечно. Есть его вот фотография, вот переписочка такая. Я даже вам хочу сказать, что он, наверное, так со всеми общается, не только со мной. Вот. Приблизительно такого характера. Такой, как он, парень молодой и карьерист. У него были свои цели, свои планы достичь карьеры путем, ну, информации, побольше предательства с нашей стороны, и ему бы повысили погоны. Следует подчеркнуть, что благодаря оперативной разработке сотрудников СГБ Республики Абхазия и признательным показаниям Шенгели и Хухуа удалось избежать причинения грузинскими спецслужбами ущерба национальным интересам страны. Сотрудниками спецслужб Грузии в качестве приоритетных заданий ставятся задачи проникновения в ведущие государственные учреждения и правоохранительные органы, а также в окружение политических лидеров, сотрудников исполнительной и законодательной власти. Практика показывает, что деятельность спецслужб Грузии становится более изощренной, организованной и технически оснащенной. Они используют любые доступные им методы по добыче информации, направленной в последующем на дестабилизацию обстановки внутри республики. Основная задача осведомителей – собрать ценную информацию, получить доступ на критически важные объекты, проникнуть во властные структуры. Информация добывается путем наблюдения, фото и видеосъемки. С учетом вышеуказанных угроз и итогового анализа контрразведывательной деятельности службы хочется предостеречь наших граждан и жителей Абхазии и обратить внимание на тенденцию и активизацию спецслужб Грузии, направленную на вербовочную деятельность. В результате необдуманных действий некоторых граждан урон наносится интересам страны и ее безопасности. Особенно хочется предостеречь молодое поколение республики, а также социально незащищенные слои общества. В связи с чем Служба государственной безопасности Республики Абхазия предлагает внести изменения в нормативно-правовую базу, а именно создание и рассмотрение законопроекта в парламенте Республики Абхазия о наделении Службы государственной безопасности Республики Абхазия полномочиями объявления официального предостережения жителям и гражданам Республики Абхазия, контактирующим с иностранными спецслужбами.